Вырезки из газет, старые фотографии, грамоты и благодарности. Все это напоминает сегодня о Юрии Алексеевиче. Стенды внимательно изучают гости. Хотя на деле каждый из них и сам напоминание о первом главе. Ведь собрались здесь и друзья, и соратники. Все те, с кем плечом к плечу шел Спиридонов многие годы. Встречу с ним Галина Бутрева, в прошлом заместитель первого главы Коми, называет большой удачей в своей жизни. Таких волевых людей, говорит она, на свете очень мало. Что было школой для этого человека? Это Магадан, это Ярига, это Усинск. И, конечно, пройдя такое горнило, человек или мог сломаться, или только закаляться. Этот человек стал великим благодаря тому, что он не ломался. Даже в самое трудное время, когда, к сожалению, его республика не выбрала главой республики, он вел себя настолько достойно, что я этого никогда в жизни не забуду. В 2001-м он действительно не сдался, хоть тогда и переживал после проигранных выборов. Через 2 года снова вернулся в политику, уже в качестве депутата Государственной Думы России. О его преданности республике вспоминают сегодня многие, не забывая при этом и о черной полосе, пройти которую пришлось Юрию Алексеевичу. Мы кому-то преданы в жизни, и кто-то нас предает. И это тоже связано с его жизнью, с деятельностью, с тем, что происходило в это время, с отношением к нему. Да, непростой человек, характер непростой. А сильные люди не бывают простыми. Начиная очень сложный период, взяв на себя ответственность, принимая непопулярные решения и, конечно же, добиваясь результата, сложная, еще раз говорю, жизненная ситуация, он сумел сделать, наверное, больше, чем кто бы то ни было на его месте. И эта встреча не только повод для воспоминаний, но и возможность сказать за все спасибо Спиридонову. Всегда и везде был честен с людьми, жил полной жизнью и стремился сделать то, что другим было не под силу. Нашей республике Юрий Алексеевич посвятил всю свою жизнь. В Коми приехал в далеком 1964-м и с тех пор трудился на благо нашего края, за что сегодня его и помнит республика. Любовь Филиппова, Алексей Пашуков, телеканал Юрга, Сыктывкар.